Доброе утро. Завтра, 5 апреля, в зале филармонии состоится концерт заслуженного артиста Республики Татарстан Владимира Васильева и Людмилы Филипповой. Здравствуйте. Доброе утро. Осенью 2011 года, насколько я знаю, состоялся первый концерт в рамках вот этой вот программы. Тогда с оркестром «Казан-Нуры» Расима Ильясова в вашем исполнении прозвучали русские народные песни. Чем будете радовать слушателей в этот раз? Ну, на самом деле этот проект возник чуть менее года назад. Это был концерт «Русские народные песни и старинные романсы» в сопровождении оркестра народных инструментов «Казан-Нура», дирижер Расим Ильясов. На этот раз мне показалось, будет интересно представить такой несколько камерный концерт. Это будет вечер русского романса, классического романса. Это будет Глинка, Чайковский, Рахманинов, Свиридов, Гурилев в сопровождении фортепиано, и несколько номеров, конечно, нас украсит скрипка и виолончель. В этом концерте рядом со мной на сцене весь вечер будет Людмила Алексеевна, замечательная сопрано, замечательный человек, педагог. Ваш педагог? Ну, раз уж об этом зашел разговор, надо сказать, что в свое время она меня очень поддержала, подготовила к поступлению в консерваторию, дала путевку в жизнь. И вот сегодня и до сих пор она мне помогает. И завтра мы вместе на сцене. А вы сразу же согласились на предложение Владимира Васильева принять участие в этом концерте? Да, конечно, такая возможность бывает не часто, когда ученик с педагогом вместе на сцене. Это и очень красиво, и я оценю его порыв и его поступок. Ну давайте немножко послушаем, как сейчас поет Владимир Васильев. В душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, без Я очень люблю своих учеников, они меня радуют тем же взаимностью. Вы сами не ставите в неловкое положение. У меня такие вопросы. Давайте я тогда спрошу. Классический романс, как его воспринимает зритель? Вот в обилии попсы, который сейчас есть, в принципе, вообще и на телевидении, и везде, насколько трудно конкурировать вот с классическим романсом? Вы знаете, это попса 18-19 века. Нет, это я имел в виду русский романс, вырос тоже из городских песен. Он был очень популярен, и в это время мы как бы пытаемся немножечко слиться с историей, с нашей культурой, и нашим слушателям, мне кажется, должно понравиться. Да. Я тоже хотел об этом сказать, что в свое время и Чайковский, и Глинка — это тоже была попса своего рода. Мы просто об этом забыли, мы просто сейчас слышим другую музыку и переключились на другие ритмы. А не было идеи сделать какой-нибудь ремейк? Знаете, я думаю, классика как-то всегда будет классикой. осовременить? Нет? Не хотелось? Вы знаете, очень многие этим, в принципе, пользуются, потому что мелодизм русских романсов пленяет не только наших исполнителей, но и зарубежных. И часто вот и в рэповых композициях тоже включают кусочки романсов, прямо целые нарезки, скажем так, по-современному. Это очень популярно. И, по-моему, сейчас обращаются взоры молодежи к культуре больше, и опера, и романсы популярны. У нас осталось совсем мало времени. Владимир, скажите, пожалуйста, о своих планах на будущее. Ну, прежде чем о своих планах сказать, я бы хотел вам подарить вот этот диск с прошлого концерта. В этот раз мы тоже будем делать съемку. Спасибо как говорится, большое. это вам на память. А о будущих концертах очень хотелось бы сделать не просто разовый такой концерт. Хотелось бы эту программу показать и в Набережных Челнах, и, может быть, в других городах республики, России. Мы будем об этом думать. И очень хотелось бы воспитывать зрителя, если можно так сказать, не на разовое посещение, а чтобы у людей рождалось желание прийти вновь и вновь, чтобы эта потребность была такая вечная. Спасибо вам большое. Спасибо Творческих большое. вам успехов. Обязательно придем на концерт, чтобы
Вы усладили наш слух своим голосом, ну а далее о том, что день грядущий нам готовит, по мнению синоптиков.